Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. О чем вам нужно обязательно узнать до пятницы. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вообще случайности не случайны, и судьба всегда приводит нас туда, где мы можем получить либо подсказку, либо совет, либо ответ. Какой ужас! Ничего себе! Ах, вас предупреждают, что до пятницы ни от какой женщины вы ничего не должны брать. В плане каких-то подарков, угощений, не знаю, там яблочко, груша, апельсинка, мандаринка, стаканчик воды, ничего не берите. Ничего. Даже если это что-то упаковано вот в фабричную упаковку, да, не берите. Даже если это там какой-то шарфик, что-то из одежды, ничего не берите. Не берите от женщины. Она будет давать бесплатно. Если за деньги, вот кассир женщина, да, вы обмениваетесь, она вам товары, вы ей деньги. Это не то. Тут именно как угощение и подарок. Ничего не берите. Вам порчу хотят сделать? Порчу? Ничего нельзя брать. Порча, крадник, вот что-то такое. Слушайте, как удачно вы зашли на мою отсыпку. Ну точно, вот случайных не будет. Сюда только те, кому высшие силы помочь хотят. Видите, ангел летает, пытается эту женщину остановить. А эту женщину, видите, черт подталкивает, зло подталкивает. Борьба добра и зла. Смотрите, женщина, которая вам крайне страшно завидует. Женщина, которая с вами либо борется, либо конкурирует. А может и то, и другое, кстати, два в одном. У вас есть риск отраву принять. Причем с улыбкой, да, вы подумаете, какая хорошая женщина, она меня угощает, она мне подарок дарит, а она вам порчу, она вам крадник. Не берите, эта женщина прям очень настойчиво будет вам что-то втюхивать, всовывать в руки. Прям бери и все. Это типа от чистого сердца, это потому что я тебя люблю, это потому что ты хороший человек, вот, бери, 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 вот прям пихает вам. Ей важно, чтобы вы в руки взяли, ей важно, чтобы вы это приняли. Вот. Она в этот момент с вами, если крадник обменяется, свои беды с этим подарком отдаст свои беды. Либо если это порча, то вещь отравленная и отравит вам жизнь. Не берите, не берите. Смотрите, на вас защита, я ее вижу. Я вижу вашего ангела, который вас защищает. Но если вы по собственной воле, по собственному желанию что-то такое негативное берете, защита так не работает. Потому что вы приняли, вы взяли эту вещь, сказали, да, теперь это мое. Сами на нее согласились. Очень настойчиво. Даже если вы один раз ей откажете, она либо в тот же день, либо на следующий день еще раз попробует вам что-то другое дать, например. То есть аккуратно, ничего не брать, в подарок не принимать. До пятницы 100% нет. Не берите, не принимайте, ни под каким предлогом. Не нужны вам эти подарки, не нужны вам эти угощения. Она, кстати, хитрая женщина. Она может что-то такое вам попытаться подарить, что вы хотели, что вы любите, что вам очень нравилось. Понимаете? Узнает, что вы там любите какие-нибудь, я не знаю, красивые аксессуары. Принесет, придумает повод, придумает случай и попытается вам подарить. Либо даже потратится, купит какой-то деликатес, о котором вы говорили и сказали, что вы очень любите, но это там дорого, не можете себе часто позволить. Даже вот на такое может пойти. Слушайте, ну прям опасное время, очень опасное.
Да, вас сюда ангел привел, чтобы я вас предупредила. Мужчины то же самое. От женщин ничего не берите. Именно женщина ваш враг. Не мужчина, женщина. Женщина, которая попытается отравить вашу жизнь, либо крадник на вас поставить. Ничего не берите. Ничего. До пятницы ничего не берем. Любые предлоги, вплоть до того, что посылайте на 3 буквы, да, и говорите, пошла со своим этим подарком. Нечего мне тут тыкать в лицо. Да, дарить. Не надо мне твоих подарков. Ничего не берите. И ни в коем случае руками не прикасайтесь. А она прям в руки будет вам совать, понимаете? Вот это, тут опасность еще есть. Люди некоторые теряются. И если вам в руки суют, конечно, вы инстинктивно даже как-то можете взять. Не берите. Не берите. А если взяли, сразу бросайте на пол. И бегите хотя бы какой-нибудь солью, любой солью, там, поваренной, столовой, этой морской. Вот какую соль найдете, сразу мойте руки, несколько раз мойте и говорите: чур меня, чур меня, чур. И прям повторяйте как мантру. Да, вот прям ужас какой-то показали. Да, удачно вы зашли, вас предупредили. Смотрите, предупреждение очень серьезное, прям в корне рисунка. Очень серьезное. Ничего от женщины не берем, не принимаем. Ни угощений, ни подарков. И если нужно будет послать, посылайте. Ведь она вас не жалеет. Она вас погубить хочет. Вот. Зачем вам ее жалеть и перед ней стесняться? Все. Послали и пошли по своим делам. Эта женщина, да, она себя выдаст. Не дайте ей на себя порчу навести, не дайте крадник поставить. Тут даже, знаете, нагло в дом может прийти, прям тарабанить: впусти меня, я тебе покушать принесла, да, либо я тебя подарок хочу сделать. Не пускайте. Мужчина и женщина одинаково. Прислушайтесь, пожалуйста, и не допустите роковую ошибку, исправить которую будет очень тяжело, трудно, а у кого-то прям совсем уже невозможно. Дальше, о чем вы должны узнать до пятницы? Здесь какое-то либо замедление, либо остановка. Халатное отношение, неисполнение своих обязанностей, какое-то фривольное отношение к работе. Также могут быть еще и моменты саботажа. Из-за какого-то одного человека в ваших делах, либо в задуманном, могут быть либо замедление, либо остановка. Это не приговор, это не конец, это не финиш. Просто есть персонаж, который не хочет работать. Это не против вас. Человек ленится, либо человек решил уволиться. И вот как раз к этому человеку попало ваше, там, не знаю, дело, да, ваша заявка. И человек может просто не рассматривать. Вы-то надеетесь, вы-то ждете. Вам, может, пообещали, что в течение там, дня-двух вы ответ получите. Нет, не вижу, что получите. Вижу, что будет остановка, вижу, что будет замедление. До пятницы не ждите. Не ждите результата и не расстраивайтесь, когда не получите. Там этого человека уличат в его таком халатном отношении. Ну, либо человек подаст заявление, его дела передадут нормальным, адекватным сотрудникам, и тогда все будет хорошо. Ну, вот такой момент показали. Дальше, до пятницы. А здесь кто-то появится. Появится тот, на кого обиделись, тот, о ком сейчас плохо думаете, тот, кто, ну, сердце ваше беспокоит, все мысли ваши занимает. Человек, который либо нравится, либо вы уже вместе, но поссорились. Вот я вижу, что появится. Причем появится как-то легко, непринужденно, с веселой улыбкой, с хорошим настроением. Вы тоже прям посмотрите на этого человека и оттаете. Ну, допустим, вы девушка, и вы поссорились с парнем. Сейчас между вами тишина. Вот. До пятницы он появится, придет с улыбкой, с цветами, не знаю, с шампанским, с хорошим настроением. Вы посмотрите и поймете, что вы уже не обижаетесь на него. Ну, мириться придет. То же самое, например, у вас, вы мужчина, у вас симпатия какой-то девушки, то вы там пересматривались, перемигивались, друг другу улыбались, а тут раз ее нет, да, вот нет ее, куда делась, непонятно. Вот еще появится, и даже какой-то шаг к вам сделает, да, сама подойдет, может, вас позовет куда-то, скажет: вот компания нужна, кофе хочу попить, составишь мне компанию, да, все хорошо будет, этот человек появится. Так что не думайте плохо, не переживайте сильно. Тот, кто вам нравится, тот, кто в вашей голове, в вашем сердце, появится до пятницы 100%, даже если поссорились, поругались. Дальше, мои хорошие, с левой стороны. Вы о ком-то что-то узнаете,
до пятницы. Вернее, даже знаете, как вам кто-то что-то расскажет про человека, и у вас прям злость на этого человека пойдет. Скажете: ох, сволочь какая. Вас предупреждают о том, что вас обманут. И до пятницы ничего не делайте. То есть, допустим, да, у вас проблема случилась. Подойдет к вам кто-то и скажет: а ты знаешь, вот тебе эту проблему устроил он, либо она, да, вот конкретно указывают. И вы думаете: сейчас пойду разберусь. Не надо этого делать, потому что вас обманули, вас попытаются обмануть. Человека хотят подставить, хотят, чтобы вы с этим человеком разругались, хотят, чтобы вы, возможно, разорвали, в принципе, хорошие отношения, либо хотят, чтобы вы устроили скандал, тем самым, например, отвлечь внимание от себя, от своей персоны. Да, хотят кого-то подставить перед вами. И на человека всяких гадостей наговорят с желанием, чтобы вы разругались, либо сами подставились. Не надо выяснять отношения. Допустим, приходите вы на работу, а вам какая-нибудь коллега говорит: вот сама лично слышала, начальник уволить тебя хочет. Да, либо там начальник оштрафовать тебя решил. Да, какие-то такие вещи. Но вы пойдете выяснять отношения. Вы скажете: с какого вы меня увольняете? За что это вы меня решили оштрафовать? А начальник, например, вне настроения, да, и вот прям завяжется ссора между вами. Да, мне идет, что подставить тоже могут хотеть, вас подставить, либо отвлечь от себя. Может, человек тоже очень виноват и думает: переключу внимание на нее, на него, там, да, на кого-то перекину. Да, не верьте тому, что вам будут рассказывать по секрету про других людей. Это все неправда, абсолютно неправда. Дальше, до пятницы. Деньги. До пятницы говорят, что деньги счет любят. Не тратьте, сдерживайте свои эмоции, не делайте эмоциональных, импульсивных покупок и старайтесь рационально распоряжаться тем бюджетом, который сейчас в ваших руках. Это важно. Могут быть какие-то задержки с поступлениями денег, либо может возникнуть даже какая-то необходимость сразу отдать большую сумму денег. А у вас, например, там не хватит, либо в обрез будет, да? Что ж вам потом на выходные без денег сидеть? Нет, надо как-то рационально. Рассчитайте сейчас, да, сядьте, рассчитайте, сколько мне нужно там до понедельника, сколько мне нужно до зарплаты, до получки, да, чтобы у вас все-таки хватило. И импульсивные вот именно покупки, когда вы что-то видите, вам нравится, вы такая: ах, куплю, как же мне нравится. Лучше не делать. Это важный момент. Дальше, до пятницы вы должны знать о том, что кому-то вот вещи сон приснится. По-другому и не скажешь. Скорее всего, с четверга на пятницу, хотя, может быть, и сегодня ночью приснится вам вещи сон. Буквально во сне вы получите ответ на свой вопрос, либо увидите ответ на свой вопрос, на то, что вас вот прям беспокоит. Это может быть прям конкретно, а может в каких-то фигурах, там, вы переживаете, исполнится ваше желание, либо мечта. Если увидите летящий самолет, там, птицы, рыбы, то точно исполнится. Если увидите там что-то плохое, что вы что-то отдаете, теряете, там, что-то порванное, старое, то нет, то не исполнится. У кого-то, возможно, и нежелание, возможно, у вас какие-то другие мысли в голове. Мне идет вещи сон. Буквально небеса вам подсказочку дадут, пошлют, откроют завесу тайн, и вы все увидите именно во сне. Сон не пустой, а сон вещи мне идет. Дальше, до пятницы вам важно знать, что какой-то человек вознамерился добиться вашего внимания и расположения. Но человек странно как-то будет действовать с позиции, типа, я крутой, а ты, типа, обычная. Да, вот, я поняла, хвастаться перед вами будет. Человек неплохой, но голова что-то затуманенная у этого человека. Либо этот человек действительно не имеет особого опыта в общении с противоположным полом, допустим, да. И почему-то ему покажется самым правильным хвастаться своими достоинствами, достижениями, какими-то другими вещами. Вот. Не судите по первой встрече, не судите по первому знакомству. По первому разговору человек другой, он и сам себе будет не рад, но вот как бес попутает, да, вот так себя будет вести.
неплохой. Мне импонирует этот человек, но просто, да, скорее всего, какой-то скудный опыт, либо вообще не имение опыта, ну и неправильная подача. Ну, допустим, вы девушка, а это парень. Парень скромный, спокойный, особо там ни с кем не встречался, не общался, там за работой, учебой был занят. А потом он посмотрел какие-то дурацкие там курсы пикаперов и такой, да, точно, надо вот именно так нагло подкатить. А вы на него посмотрите и скажете, вот человек на букву М, не пошел бы ты куда подальше. И упустите возможность действительно познакомиться с хорошим человеком. Вот, не судите по первой встрече. Тут ну, буквально небеса за него просят. Может, он даже для храбрости что-то примет, таблетку для смелости, ну, может, 50 грамм. Ну вот явно он как в маске будет, да, а маска вообще ему не идет, это не его маска. Дайте шанс, дайте шанс. Скажете ему, ты давай, иди умойся, успокойся, да, завтра поговорим. Ну, либо, не знаю, там, пообщаемся в интернете, в соцсетях. Да, я вижу, что человек вам очень не понравится, но потом, если вы лучше узнаете, то очень понравится. И у кого-то прям судьба с этим человеком. Дальше, мои хорошие, до пятницы. Какая-то холодная звезда потухнет. Сейчас эта звезда горит, ярко горит, но она холодная, невероятно холодная. Она холод несет в себе. Но обычно так обман показывает, да, кто-то очень яркий, обманывает людей, люди верят, люди обмануты этим человеком. Но до пятницы эта звезда потухнет. Здесь как-то высшие силы потушат эту звезду, погасят, вернее, звезду. Что-то с этим человеком случится. И, возможно, что-то очень нехорошее. Может быть, вы сейчас в лучах этой звезды, и вы думаете, о, какой человек, про успешный успех рассказывает, какие-то там достижения свои перед людьми показывает. Ну, типа, вы тоже можете быть обмануты. Знаете, вот эти люди, которые, типа, заплати мне деньги, я тебя научу, там, неважно чему, быть здоровым, красивым, успешным. Ну, вот как эти, продают, да, продают что-то. Может быть, про это речь идет. Вы подождите до пятницы, ну да лучше до следующей недели, до понедельника. Точно эта звезда погаснет. С этим человеком что-то случится, случится такое неприятное, и все будут задавать вопросы, а как же так, а где же успешный успех, а где же чудо-средство, да? Вот в таком ключе информация. Это, знаете, мне напоминает людей, которые продают чудо-таблетки, да, а сами там больные, там даже невооруженным глазом видно, что человек нездоров. Ну, либо эти успешные успех, которые в кредитах, в долгах, и за ними там налоговая гоняется. Да, очень похоже. Дальше, мои хорошие. Примите помощь друга. Видите, собачка лапу вам подает. Вам нужна будет помощь друга. Допустим, да, это ваш друг, либо ваша подруга. Вам будет сложно в какой-то ситуации, и ваш друг, подруга скажет, давай я тебе помогу. А вы, например, как всегда, отмахнетесь и скажете, не надо. Нет, надо, надо. В данном случае это будет очень даже надо, потому что эта собачка помогает вам взобраться на достаточно такой прям крутой холм, да, либо это гора вообще какая-то. Также, мои хорошие, если у вас есть домашние животные, собачки, да, неважно, это маленькая собачка, либо это крупная собака, вы куда-то соберетесь, либо вам куда-то нужно будет идти, берите с собой собаку. Ну, если там можно с собакой. Вот. И собачка погуляет, и вам не скучно будет, и даже собачка вам чем-то поможет, либо отпугнет кого-то от вас. Да, времена неспокойные, что угодно может случиться. Ну вот да, берите с собой собачку. Дальше, до пятницы. Здесь мужчину показывают. Мужчина, у которого в правой руке большая подкова. И у него волосы дыбом, он сам в шоке от того, что так случилось. И мужчина, который, ну, буквально преображается на глазах. Да, подкова ему к лицу. И то, что волосы дыбом, тоже к лицу. Девушки, вы в ком-то очень сильно разочаровались и думаете, что этот мужчина, скорее всего, не тот. Да, не тот, вы ошиблись.
до пятницы что-то такое случится. Мужчине то ли повезет очень сильно, то ли прям фортуна его в танце закружит. Он и сам будет очень сильно удивлен, но вы еще больше удивитесь. То есть буквально вам такая судьба говорит: стой, не спеши, посмотри, присмотрись, дай ему время до пятницы. Он тебя очень удивит. Он тебе покажет, кто он такой, из чего он сделан. Да, мужчина тут красавчик. Да и женщина. Не спешите никого посылать. Вот, до пятницы лучше подождите, а то пошлете успешного мужчину, а потом локти будете кусать. Ну, утрирую, конечно, но тем не менее, такой прям фрагмент серьезный вышел. Дальше, птицы, птицы. Ну, какие-то новости, скорее всего. У кого-то новости, а у кого-то в прямом смысле слова птицы. Если у вас сейчас есть проблемы, если у вас сейчас есть какие-то нерешенные задачи, и вы хотите помощи высших сил, покормите птиц. Особенно если у вас сейчас холодно, если минусовая температура, да даже если тепло, да, вы, давая еду птицам, думайте об этом, просите помощи у высших сил. Птицы скушают эту еду, и высшие силы вам помогут. Но у кого-то идут именно птицы как новости. Будет много новостей, и эти новости, они каждая для вас какая-то вот положительная, обнадеживающая, надежду дающая. Как-то одним днем эти все новости придут. То есть буквально, да, до четверга вообще ничего не будет, а в четверг либо в пятницу вас засыпет этими новостями. Да, много птиц. Ну, либо если хотите, чтобы ваши проблемы как можно скорее решились, идите и кормите птиц. Целенаправленно, с вот этой мыслью, да, что мне нужна помощь, высшие силы, помогите, да. А птицы, они же летают, да, они туда летают, где небеса, они ближе к высшим силам находятся. Но опять же, доброе дело делаете. Каких птиц кормить? Любых, неважно каких. Нет различия, нет, понимаете, любых кормите. Какие попадутся, тех и кормите. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.